Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. В минувшие выходные в Якутии в очередной раз прошли выборы. Неохваченными остались только Якутск, Жатай, Анабарский и Жиганский районы. В целом же в четверти муниципальных образований, порядка 100, избраны главы сельских и городских поселений, депутаты, почти столько же представительных органов сельских и городских поселений. И нужно отметить, что в этот раз параллельных федеральных и региональных кампаний не было. То есть выборы состоялись только муниципальные. Основное внимание общественности было приковано к выборам глав 4 районов. Своя интрига есть в каждом, но если судить по количеству зарегистрированных кандидатов, то в лидерах был Усалданский улус, где на должность главы было зарегистрировано 7 претендентов. Из них 6 самовыдвиженцы и 1 выдвинут политической партией. О ходе выборов, об их результатах поговорим сегодня с гостями моей студии. Это председатель регионального ЦИКа Евгений Федоров и представитель Всероссийского центра исследования общественного мнения в Якутии Василий Охлопков. Добрый вечер. Добрый вечер. Евгений Николаевич, первый вопрос, наверное, к вам. Вот завершившаяся кампания, отличается ли она как-то от предыдущих? Какие особенности вы бы выделили? Особенности вы отметили. В действительности прошли муниципальные выборы, не было никаких региональных, как в 2023 году, не было федеральных президента Российской Федерации в 2025 году. Все это придет. В 2026 году у нас выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации, в 2028 у нас региональные выборы, выборы Илдархана нашей республики, парламента нашей республики. В 30-м будет президента Российской Федерации выборы, то есть у нас цикличность идет. С этой точки зрения, да, у нас прошли масштабные очень выборы, очень серьезное количество избирательных кампаний, 222 мы планировали. Еще весной, и в течение летнего периода, самый такой разгар лета, в июне месяце, прошли этапы назначения представительными органами власти, выборов данных. Пошел след, а потом после всего этого пошли этапы. И вот до 4 августа мы принимали документы от выдвинутых кандидатов на все эти избирательные кампании. Количество вы обозначили, порядка 100 глав муниципальных сельских городских поселений, порядка 100 представительных органов депутатов сельских и городских поселений. И с этой точки зрения, конечно, цифры изменились, и мы сегодня по истечению времени слегка скорректировали общее количество, и прошло 218 кампаний. И голосование прошли буквально позавчера, это воскресенье, 14 сентября, и по всем 32 нашим районам республики. Надо сказать, что выборы везде состоялись. Мы избрали 4 глав муниципальных наших районов, в Оленевском, Национальном и Венкийском районе главой избран Савинов Иван Александрович. Он получил 45,5% голосов избирателей. Явка там составила порядка 65% избирателей, внесенных в список. В Сунтарском районе избран главой действующий глава, избран уже 3-й раз Григорьев Анатолий Васильевич, который получил порядка 58%, чуть больше, 58-16, если память не изменяет. И, соответственно, следующим районом это был у нас Усалданский, избран главой в очень конкурентной борьбе Алексеев Василий Петрович, действующий глава Барагонского наследия Усалданского района, село Тумол. Очень многие якутяне прекрасно знакомы с этим населенным пунктом. Один из первых населенных пунктов, который объявил территорию деревни зоной трезвости. И 4-й район, где прошли выборы главы района, это Хангаласский район. Знаковая территория, знаковые люди, уважаемые люди, авторитетно. Нет, наверное, ни одного якутянина, который бы не был знаком с Хангаласским районом. И с этой точки зрения там очень
также конкурентной, напряженной борьбе избран главой Сергей Геннадьевич Гребнев, предприниматель, руководитель акционерного общества Массоголовский хлебозавод. Ну и также избрано 99 глав. Конечно, этап движения четко и ясно показал структуру соотношения политических партий по активности, по численности выдвинутых. Ну и мы отмечаем, что в 75% сел, глав сел и поселений городских избраны представители партии «Единая Россия». Два кандидата партии «Новые люди» избраны руководителями данных глав муниципальных образований. И в одном избран в деревне на севере, это в Верхнеколымском районе, Угольном, избран кандидат от Либерально-демократической партии России. Другие партии, которые принимали участие, их было 7. Коммунистическая партия Российской Федерации, Справедливая Россия, Коммунисты России и Родина не имеют ни одного победителя, и с этой точки зрения участие у них безрезультатно пошло на этих выборах. Я хочу напомнить зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос моим гостям можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить текстовое сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Кстати, вот вы сказали, что выборы везде состоялись, а вот как же второй метисский наследник Среднеколымского района, где не было кандидатов? Ну, я в самом начале сказал, 222, прошли выборы, голосование 218, остается 4. Там в действительности не состоялись, были отложены выборы из-за отсутствия кандидатов. А как так вообще Ну, получилось? так получается, как вы это что деревня прокомментируете? Сватай, это в простонародье мы все знаем, как Сватай Среднеколымского района, находится очень далеко от Среднеколымского района. Выдвинутые кандидаты накануне голосования сняли свои кандидатуры. Их было 2. И с этой точки зрения, в связи с отсутствием альтернативы, выборы были предложены. И выборы эти состоятся 16 ноября этого года. 3 оставшихся населенных пунктов – это Илимнир Сунтарского района, Алазея Среднеколымского того же и Барогонском наследии Вилюйского района. Также выборы были отложены, и они состоятся по выборам депутатов представительного органа сельского поселения. Они состоятся 16 октября. Это называется сдвинуть время и дату голосования. С этой точки зрения это ни в коем случае это не срыв, отмена выборов, это и есть отложение выборов на указанный срок, о ком я сказал. А кандидаты могут снимать? Безусловно, уже кандидатуру, кандидаты появляются. это их Уже мы завершили этап регистрации кандидатов в эти 3 представительных органа в выборах. Да? Ну и на Сватае у нас как раз вот сейчас идет этап выдвижения, этап приема документов, и мы знаем, что кандидаты уже появились. Ну, с другой стороны, я бы хотел обратиться к вам, Ирина. Тут достаточно объективные причины. Далеко очень находится. До этого Сватая на велосипеде, на конях, на оленях, на моторке не дойдешь. Единственный вид транспорта – это авиационный, вертолет. И с этой точки зрения, вот летом достаточно мало было рейсов субсидированных. Практически 1 раз в месяц вертолет летал. Вот чуть-чуть почаще стал, поэтому я думаю, что эта проблема снимется в пользу самих же избирателей. Я думаю, что проблем не будет в проведении данных выборов. Вот к вам теперь вопрос. Все-таки в ЦИОМа проводят опросы какие-то, да? Есть изначально какие-то ожидания, основанные на этих опросах. Вот насколько ожидания совпали с реальностью? Или вообще не бывает никаких ожиданий? Скажем так, я представитель больше науки в данный момент. Федеральный исследовательский центр, Якутский научный центр Сибирского отделения РАН. И в целом была общая проблема. Мы привыкли, что
выборы в основном идут с чрезмерным негативом. В этот раз те кандидаты, которые сосредоточились на критике власти, они в массе своей потеряли свой электорат и достойно себя не смогли показать, и результаты у них были низкие. В целом проблемы села у нас понятны. Кандидаты в меру своих возможностей пытались их в своих программах указать, но вот общее отсутствие стратегий развития сельской местности у большинства кандидатов, в том числе и от оппозиции, не ходит. Дыхание народа надо чувствовать, полностью погружаться действительно в атмосферу, вот этого не было. Поэтому и показательно то, что 80% избранных, они имеют отношение к Всероссийской партии «Единая Россия», и 4 главы избранные в той или иной мере относятся. В родном Исалданском районе тоже Василий Петрович Алексеев, он победитель праймерис. Вот Сергей Гребнев тоже, Сергей Геннадьевич, он тоже участник праймерис «Единой России». Вот все с этого начинается, и этим фактически завершается как член партии и прочее. Большинство избранных имеет отношение к данной партии, что показывает социальную стабильность, единство, и высокую степень работы и самих кандидатов, и штабов, и, соответственно, Центральной комиссии. Больших скандалов не зафиксировано. Хотя мы едва не попали в таблоиды, если бы выиграл уволенный ранее прокуратурой за нарушение антикоррупционного законодательства Василий Иванович Амосов в Исалданском районе, то могли превзойти покойного Юрия Михайловича Лужкова, который по недоверию был отстранен, мэр Москвы. Этого не произошло. Земляки показали свою зрелость, и, соответственно, Василий Петрович Алексеев, который очень мудро после пришел в штаб, показал единство свое перед народом. У нас все было прогнозируемо. Естественно, выборы — это выборы, но, тем не менее, общая канва идет такая, что большинство избранных кандидатов, 80%, они имеют отношение к партии «Единая Россия». Это был единый день голосования по всей стране, и ЦИК России тоже подвел свои итоги. В частности, было отмечено уровень безопасности, беспрецедентные вообще меры, которые были приняты, и количество кибератак. Давайте послушаем. О старте голосования было зафиксировано, что вы хотели? Было зафиксировано более 500 тысяч, то есть более полумиллиона атак на наши ресурсы и 700 атак на инфраструктуру дистанционного электронного голосования. Никаких эксцессов, которые могли бы повлиять на результаты голосования, к нашему большому удовольствию, не произошло. Евгений Николаевич, а у нас как в числе этих атак упоминаемых Якутия была? Мы хотели бы довести до зрителей, до вас, Ирина, о том, что у нас единая информационная сеть, государственная сеть «Газвыбора», это российская, мы работаем на этой платформе. И Элла Александровна, наш председатель, на своей пресс-конференции много говорил о том, что наш цифровой сервис, которым сегодня мы работаем, на котором мы сегодня работаем, он выдержал все экзамены, были приведены эти цифры. И с этой точки зрения система «Газвыбора 2.0», он уже усовершенствован, полностью автономный, полностью на российском оборудовании, и он абсолютно гарантирован от вмешательств. Это во-первых. И во-вторых, конечно, эксцессов, о чем Элла Александровна говорила, у нас отмечены очень серьезно, как вы сказали, проведены подготовительные работы в рамках взаимодействия с силовыми структурами, надзорными, контрольными органами. Проводили 2 совещания на уровне прокурора республики, были рабочие совещания на уровне МВД, Росгвардии, МЧС, и все эти предварительно проведенные работы, безусловно, которые незаметно совершенно обычным избирателям, они нам дали положительные результаты, это во-первых. Но во-вторых, по обращениям, по судебным искам, по жалобам, конечно, это всегда, потому что любой
избиратель имеет право в рамках защиты своих интересов, своего избирательного права обращаться. Поэтому были звонки к нам, были жалобы в день выборов. Мы 12 жалоб на уровне участковых избирательных комиссий зафиксировали в день голосования. На нарушение. Да, якобы нарушение. Мы все подтвердили, в целом мы дали разъяснение. В ходе подготовительной работы в адрес Центральной избирательной комиссии поступило 27 жалоб. Вот, мы рассмотрели, письменно ответили всем заявителям, где-то согласились, где-то нет. 21 жалоба пришла в адрес территориальных избирательных комиссий. Работа у нас горячая линия, у нас больше 240 звонков было. Ну, в основном, безусловно, о месте голосования, какие-то разъяснительные моменты были. Но и, с другой стороны, судебные. Каждый кандидат имеет право защищать свои интересы и искал правду в судебных инстанциях. Ну, это отдельный вопрос, пока иначе. На мой взгляд, самые интересные выборы главы прошли в Тарасинском наследии Татинского улуса, где два кандидата набрали абсолютно одинаковое количество голосов по 232. И выиграл тот, кто первым зарегистрировался. Вот объясните, пожалуйста, для зрителей, как такое вообще возможно? Что это была за политическая конкуренция такая? Ну, Ирина, история в Якутии такое бывало. Лет, наверное, 15 назад на выборах главы такая же точная ситуация была с села, когда кандидаты получили одинаковое количество голосов, но в данный момент заложен в законе, если в случае равности голосов преимущество отдается человеку, который раньше сдал документы избирательной комиссии. И с этой точки зрения деревня Кые Татинского района мы больше знаем многие. И там победителем стал Сунхалыров. Я, к сожалению, имя не помню. Он 232 голоса получил. Другой кандидат, действующий глава Турнин, получил столько же голосов. Но вот в результате вот этого разъяснения, кто раньше сдал. А первый сдал на 2 дня раньше документы. Вот он признан победителем данной гонки. Вот такой ответ. То есть выгодно регистрироваться первым все-таки, на всякий Да, случай. да. Давайте поговорим еще про Алекминский горсовет. Там из-за изменений в законе провели выборы сразу 2 депутатов. Как это так Ну, получилось? вообще в Алекминском районе там ситуация была достаточно интересная. Соответственно, представительный орган власти, которым фактически соответствует с нашим решением, должен назначать выборы, выборы не назначил в свое время, первое. Во-вторых, в силу вступает требование закона в случае неназначения назначает выборы избирательной комиссии. Так оно случилось. Избирательная комиссия в соответствии с своими полномочиями назначила выборы по выборам депутата 14 сентября. После этого случилось еще другой казус. В соответствии с требованиями представительный орган власти в 10-дневный срок со дня назначения выборов обязан перечислить финансовые средства, которые проходят, значит, защиту, смета проведения выборов. Он долго очень не перечислял. Многократные наши обращения в адрес господина Шиблякова, который является главой города Алекминска, неоднократные наши письма в адрес главы Алекминского района, муниципального района господина Харбина, как будто бы горох об стену. И мы неоднократно об этом говорили руководству нашей администрации, главы и правительства Республики Саха-Якутия. Ну, в конце концов, мы вынуждены были обратиться к прокурору республики с просьбой принять меры прокурорского реагирования по разрешению данного вопроса. И только после этого, когда пошел вопрос уже по требованию прокурора района, значит, в суд по административному правонарушению за несвоевременное финансирование выборов, там суммы штрафа очень большие,
для моего понимания, Но порядок. Да, безусловно. И деньги были выделены. Это во-первых. Во-вторых, там же многомандатная. Вот, понимаете, система избирательная какая? Первая. Есть мажоритарный способ голосования, когда по одному избирательному округу избирается один человек. Есть смешанный тип выборов, когда создается многомандатный округ и избирается такое-то количество голосов. В данном случае вот Алекпинский прошел именно вот такие вот выборы, прошли такие выборы, когда надо было избирать по многомандатному округу вот таких людей. Ну, вот, соответственно. Ну, давайте вернемся к выборам глав улусов. Вот за должность главы Хангаласского улуса развернулась, наверное, самая жесткая именно межпартийная борьба, потому что там один только самовыдвиженец и 6 кандидатов было партийных. Василий Егорович, вам, наверное, есть что сказать про Хангаласский улус. Ну, Хангаласский улус там выиграл тот кандидат, который участвовал в праймерисе, я повторюсь, ресурсник, человек с бизнесом, соответственно, он достаточно много своих усилий вложил и своих финансов, ну и это существенно повлияло на выбор. То есть, когда человек вкладывает свое, вот, и у него есть определенная поддержка в ряде населенных пунктов, то это и обусловило данную победу. То есть человек шел, может быть, до конца, а другому кандидату немножко не хватило, вероятно, жизненного опыта, поддержки в целом. Да. Достаточно молодой был кандидат, и население, видимо, приняло того, кто больше себя проявил в бизнесе ранее и так далее. Не отрицая той роли, которую вот в поселке глава себя показал, тем не менее, да, Гребнев выиграл. Как мы называем таких кандидатов ресурсниками. Крепкий хозяйственник, раньше говорили. Хозяйственник, да. А Сунтарский улус вот тоже всегда славился своей активностью, политической, общественности. Как там ситуация сложилась? Ну, во-первых, я бы хотел возвратиться по Хангаласскому району. Вам есть что сказать, в данном конечно. случае тут объясняется очень просто, почему так много партий, в остальных одни самовыдвиженцы, в частности, в Салданском районе, как будто бы очень там близко. Вот там наоборот. Там да. наоборот, все самовыдвиженцы. В том же Оленёкском районе там один кандидат только был из 4 представителей выдвиженец партии «Единая Россия», а остальные самовыдвиженцы. То наоборот, в Хангаласском районе все партийцы, кроме одного, получается, вы об этом спрашиваете, близость от города, потому что сегодня выдвижение кандидатов региональных отделений проходит именно в столице, в городе Якутске. Хотел бы сказать, что у нас в городе республики зарегистрировано 12 партий. Вот. Я вот хочу сказать, что Салданскому парню, что до него, до баругонцев добираться 4 раза, наверное, дольше, да, чем до Покровска. Сел буквально 70 километров, умелые люди за 40 минут доезжают. Вот вам и ответ, статус, важность, значение данного Хангаласского района, она стала и полигоном для обкатывания тех или иных отдельных технологических моментов. Ну, во-первых, так. По второй части, по Сунтарам, да, Сунтары, феномен образовался в Сунтаре, что кандидат от новых людей, Иван Алексеев, серьезный очень соперничество сделал действующему главе Анатолию Васильевичу Григорьеву. Но хочу сказать, что Анатолий Васильевич 3-й раз выдвигается. В 2 первых предыдущих выборах он получал за 80%. Да, за 80. Первый раз 85, 5 лет назад, по-моему, у него было 82%. А сейчас? Нынче от всех избирателей, нынче, в принципе, у него 58%. Хочу отметить, что среди четверых кандидатов он больше всех получил процентом.
соотношение. Это во-первых. Во-вторых, безусловно, оно вызывает интерес. И всегда хочу сказать, что в предыдущих выборах, как новые люди начали политической партии участвовать в выборах, но хочу сказать, что в Вилюйске и предыдущие кандидаты получали на уровень 15% на выборах парламента республики, на выборах парламента республики по одномандатному там выдвижение с партии «Справедливая Россия» Владимир Егоров, как мне помнится, получал где-то порядка 40%, а кандидат партии «Единая Россия» Андрей Николаев получил буквально на, по-моему, 200-300 голосов больше. Поэтому Сунтара — это очень демократичная, очень интересная, своим настроением, видением электорат имеет. И поэтому достаточно ожидаемый результат — 38% новых людей. Я бы хотел отметить, что не в Нюрбе в 23 году кандидат от партии «Новые люди» Александр Иванов на выборах в парламент Республики Иль-Туман получал практически столько же голосов. Поэтому интерес, безусловно, людей, избирателей и, соответственно, данной кампании, она вызвала вот такой разброс голосов двух сил, которые традиционно всегда показывают такие показатели. Я на примере «Справедливой России» показал «Единой России», и ныне новые люди и «Единая Россия». Поэтому для меня это не новшество. Ну и Усть-Алданский район мы упомянули, там тоже острая борьба была, насколько я понимаю. Борьба была острая. Ну, если еще коснуться Покровска, то там удачно Гребнев был в блоке с муниципалитетом, с кандидатом в мэры Покровска. Такие вот. Усть-Алдан же идет. А Усть-Алданский район, борьба была очень длительной. Обе стороны были уверены в победе. Но я общался с представителями двух штабов. И борьба действительно была конкурентной. Поселок делились на две части, но все-таки, да, со значительным отрывом выиграл Алексеев. Но, да, накал был очень большой. Трижды не пропускало местное отделение победителя праймерис от «Единой России». Он пошел как самовыдвиженец. Но, тем не менее, да, выиграл. И также интригующие выборы состоялись в одном из наших крупных промышленных центров в городе Алдане. Там они стали внеплановыми, да, потому что прежний мэр провел на своем посту 21 год, сложил полномочия ввиду пошатнувшегося здоровья. Так что... Ну, Александр Гугай — это легенда. В данном случае даже при нем были достаточно интересные, такие конкурентные, да, выборы. Но «Справедливая Россия» очень плотно работает в данной территории, в районе. «Справедливая Россия» всегда добивалась в предыдущие годы очень серьезных положительных результатов. Кто знаком с районом, он подтвердит мои слова насчет поселков. Ну а здесь вот его боевой заместитель Владимир Судько уверенно, на достаточно серьезным отрывом выиграл у кандидата «Справедливая Россия» Сарафанникова. Ну, это ожидаемые результаты, когда вот две партии, «Единая Россия» и «Справедливая Россия», бились. И с этой точки зрения, ну, нынче очередной раз стал победителем представитель «Единой России». Но в поселке там ситуация чуть иная, наоборот. Но вообще в целом, наверное, в муниципальных выборах важнее, что называется, близость кандидата к земле, да? Особенно если речь идет о сельских поселениях. Там очень многое зависит от того, насколько кандидата знают, насколько... Или все-таки от программы больше зависит, как вот вы считаете? Если честно, то в Усть-Алданском улусе Василия Петровича Алексеева сильно не знали, потому что он был главой наслега одного Тумул. Ну, длительное время, 3 раза переизбирался, но тем не менее, да. И именно программа, очень слаженная работа его команды, поддержка, соответственно, его соратников, она и привела к его победе. То есть были сомнения у большинства, указывали на ряд показателей, что-то людям могло не понравиться, но тем не менее, да, вот активная, сильная работа, и были в том числе
Ну, мною был отмечен, несанкционированное массовое мероприятие было отмечено вот со стороны АМОСова, где вот были очень разные партии. КПРФ там был, Единая Россия, в том числе за АМОСова именно. Тем не менее, вот именно слаженная работа команды, хорошая программа, ну и, естественно, харизма, она помогла ему выиграть. Один факт скажу, Ирина, да, это Кёль Татинского района. Многоуважаемый Егор Павлов, его земляки доверяют ему эту должность и на каждых выборах поддерживает, он получает 75% нынче на своих 6 выборах. Человек, который конкретно на земле, человек, который, в принципе, отстоял свой поселок во время серьезнейшего паводка, который был пару лет назад. Человек, который очень серьезно, достойно провел подготовку к играм, которые прошли нынче. И вот вам и конкретный ответ. Человек пашет, вызывает уважение, земляки оценивают и отдают предпочтение таким людям. Вы правильно отмечаете? Спасибо. Есть вопрос от зрителя. Я читал, что на прошедших выборах самому молодому кандидату был 21 год, а самому старому 71 год. Не пора ли вводить возрастной ценз? В каком отношении возрастной ценз? Ограничить, что депутатами, главами могут стать люди обязательно моложе 50 лет? Наверное, это неправильно. Это ограничение избирательных прав в данном случае, я считаю. Ну, старше Да. 70. Ну, 70 лет. Но это право законодателя. Избирательная система – это больше правоприменители. Как напишут, как примут решение законодатель, так и будем работать. С этой точки зрения теоретически, безусловно, есть понятие введения ценза, да, вот в данном случае. Может быть президентом человек, не может быть, ну, старше стольки-то лет, но верхнего порога нет. С этой точки зрения мировая цивилизация не ограничивает эти моменты. Мне, наверное, скоро будет, наверное, не 35 лет, да, с этой точки зрения для меня, конечно, удивительно. Но пусть эксперт скажет, что он там думает. Нет, разные муниципалитеты имеют разные потребности. Вот всех под одну гребенку, тем более дискриминация по возрасту, вот это, мягко говоря, нарушение закона. Где-то нужен молодой активный кандидат, где-то уже умудренный с жизненным опытом, уже, возможно, ну, на закате своих карьерных возможностей. Человек с обширными связями пришел поднимать родину. Почему бы и нет? Поэтому предложение не совсем логичное. Ну и не соответствует федеральному законодательству, как уже отмечено. Ну, а как вы считаете вообще, насколько эффективна та работа, которую кандидаты проводили? В Усть-Султанском районе, если, где непосредственно я провел лето, я бы отметил слабую технологичность работы штабов. То есть они одинаково работали на одном уровне. То есть там не было именно по технологиям. Но, тем не менее, результат показывает за Алексеева. И, кто победил, тот и победил. Соответственно, его штаб отработал лучше. И выбор был у населения за него. Остается совсем немного времени. Предлагаю затронуть еще одну тему. Сейчас решается вопрос по новому федеральному закону об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Какой вариант больше подходит Якутии, на ваш взгляд? Ну, во-первых, я еще раз повторяю, избирательная система – это правоприменитель, принимают законы наши депутаты. И я знаю, что в конце октября состоится пленарное заседание Государственного собрания Илтуман, и там рассматривают вопрос в соответствии требованиями закона федерального 33-го, о мерах реализации данного федерального закона на территории нашей республики. Народные депутаты в пределах своих полномочий и обязанностей примут решение. Во-первых, какие виды муниципальных образований будут у нас, первое. И второе, это способы избрания глав муниципальных образований, о чем мы говорили только что. Вот такой ответ. С точки зрения ученого, опять же, да, у нас сейчас не очень хорошая демография в сельской местности. То есть идет определенный отток
высококвалифицированных кадров. Это еще при развале Советского Союза произошло. Поэтому, Ну, это вообще общая да, тенденция, общемировая да, тенденция. для Это страны в том числе. И, соответственно, логика есть и в обоих утверждениях. Ну, где-то кто-то хочет, возможно, ну, да, сохранить избирательные возможность избрать главу поселения, но с точки зрения технологичности, возможно, назначение выглядит более правильно. Или, может быть, придем Да, но опять к же, тому, что не будет кандидатов, как вот. да, вот живой достаточно пример, и не все кандидаты людям нравятся, и это иногда на избирательной активности тоже показывается. Поэтому, да, органы законодательные примут решение, ну, по нему и пойдет. В конце концов, это тоже избранный народом депутат в региональном парламенте. Ну что ж, надеюсь, что все избранные главы, депутаты воплотят свои программы, свои обещания, свои планы, как, собственно, того ждут их избиратели. Вам спасибо за беседу. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.